Добрый вечер, дорогие телезрители. В прямом эфире программа «Главное». И сегодня мы говорим о программе «Капитальный ремонт». В России она начала действовать 3 года назад, и за это время по всей стране отремонтировано более 100 тысяч домов. Ну а каковы показатели в нашей республике, нам расскажет эксперты в нашей студии. Я и представлю. Магомед Тарханович Хидриев, руководитель фонда капитального ремонта в Республике Ингушетия. Ваха Туркеевич Чемурзиев, исполняющий обязанности начальника отдела производственных отраслей города Магас. Ислам Мухарбекович Катиев, главный специалист отдела ЖКХ Министерства строительства Республики Ингушетия. Итак, как известно, вот у нас в республике показатели раньше были, но не очень, мягко говоря. Ваши специалисты проводили очень много мероприятий рейдовых, обходили дома многоквартирные, извещали жителей республики о том, что необходимо делать взносы в фонд капитального ремонта. Но вот как проходил рейд в Магасе, давайте посмотрим. Внимание на экран. Вот проходили, да, по всей республике эти рейдовые мероприятия, но вот столица особое внимание. Ровная крыша, аккуратный фасад. Пока многоквартирный дом не вызывает опасений жителей. Он новый. Пройдет немного времени, крыша прохудится, фасад потрескается, электропитание начнет давать сбои. Мария Мивлоева купила квартиру здесь 2 месяца назад. Женщина пока не понимает суть программы «Капремонт». Специально для таких жильцов сотрудники фонда проводят разъяснительную работу по каждому адресу. Я в этом ни в чем не разбираюсь. И что надо... Скажите, чтобы он обязательно присутствовал на сходе граждан. Программа «Капремонт» проводится в регионе с 2014 года. За это время удалось отремонтировать 20 домов. В программу ремонта входят капитальные работы по замене крыши, реконструкции инженерных сетей, восстановлению фасада дома. Обязательное отчисление по капремонту, гарантия и право жителей требовать от администрации реконструкции дома в чрезвычайном случае. Таких, как Марем, заинтересованных немного. Работу сотрудников чаще игнорируют. Приходится оставлять буклеты в дверях в надежде на сознательность жильцов. Размер взноса 5 рублей 90 копеек за квадратный метр. Дашу Баркинхоева только готовится к покупке квартиры. Сотрудника фонда она встречает радушно. Для нее это отличная возможность ознакомиться с программой перед въездом в собственную квартиру. Ежемесячно мне платить? Да, вам нужно ежемесячно причислять взносы, исходя из 5 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр. То есть, это умножила. Умножьте, вы говорите, это 318 рублей. А вот у меня вот на Зане есть ипотечная квартира. Это с первых дней платить или как? После того, как вы уже оформите собственность данное помещение. Да? За 3 дня сотрудники фонда обошли 60 домов в Магасе, а это 300 квартир. Квитанция об оплате начнет приходить собственникам с конца августа текущего года. Как и другие налоги, послабления происходят для ветеранов труда, Великой Отечественной войны и других категорий льготников. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире. И если по ходу нашего диалога у вас возникнет желание присоединиться к нашей беседе, то звоните по номеру прямого эфира. Итак, телефон студии 55 40 61, код города Магас 8 87 34. Мы ждем ваших звонков. Ну и перейдем к беседе. Магомед Тарханович, как известно, не все жители в курсе, да, вот вообще о программе «Капитальный ремонт». Расскажите о сути этой программы подробнее нам. Еще раз добрый вечер. Но прежде чем начать, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех граждан республики, России в целом, с Днем Конституции, сегодняшним праздником. И уже возвращаясь к нашей теме, хотел бы отметить, что да, бывают собственные помещения, которые сегодня заявляют нам о том, что они не знают, что такое система капитального ремонта, они уведомлены об этом. В то время, когда мы уже 4 года проводим разъяснительную работу в этой части. Вот такого рода мероприятия мы проводим часто. Квартал 1 раз, по-любому проводим поквартирные обходы. К сожалению, собственные помещения неохотно открывают нам двери, а те, которые открывают, ссылаются на то, что они являются квартиросъемщиками. И, соответственно, здесь сразу вопрос стоит. Если взносы оплачивать обязан собственник помещения, то квартиросъемщик здесь никакого отношения к этому не имеет. И нам приходится уже разъяснять тем квартиросъемщикам о том, чтобы они довели информацию в соответствии до собственного помещения. Конечно, эта работа ведется, но хочу отметить, что несмотря на ту работу разъяснительную, которую мы проводим, к сожалению, взносы все равно остаются на низком уровне.
Да, есть динамика роста в этом направлении, но все равно это не тот процент, который нас сегодня устраивает. А вот каков процент, расскажите, пожалуйста. На сегодняшний день процент собираемости у нас в республике составляет 30% по республике. Это по всем собственностям, юрлицам, по физлицам. Магомед Арханович, ну вот прежде чем подготовиться к этому прямому эфиру, я, конечно, смотрела, да, динамику и статистику по другим регионам России, но тоже не столь высокие показатели. Вот как вы думаете, вот почему люди не платят? В чем причина? Ну, знаете, здесь можно сказать, что, во-первых, система новая. Да, где-то России уже сразу поняли, потому что они ранее проводили по другим программам капитальный ремонт. Но в нашей республике собственники помещений и граждане воспринимают это как новшество, можно сказать, и совсем не имеют понятия о том, что вообще есть такая система некоторые. Но, опять же, скажу вам, что мы сталкиваемся с такими случаями, что собственник говорит о том, что я не знаю, я не знал, дабы уйти от ответственности, оплачивать взносы на капитальный ремонт. Такие моменты тоже бывают. Не может же сегодня два соседа, живущие на одной площадке, один знать систему капитального ремонта, которая общается, соответственно, а другой не знать об этом. В то время, когда мы ежемесячно направляем им, каждому собственнику помещения, платежные документы. Но можно же хотя бы один раз взять этот документ, а не выкидывать сразу урну, прочитать его и позвонить по одному номеру, который там прописан, и уточнить, что это за система, если есть интерес к этому. Но, к сожалению, у нас принято как не знаю, и надеюсь на то, что они как-то уйдут от ответственности. Но, к сожалению, это не так. Рано или поздно им придется все же оплатить данный взнос. Ну, вот говоря об этой программе, невозможно не сказать о проценте изношенности домов в Республике Ингушетия. Вот, насколько у нас дома изношены. Конечно, мы в последнее время вводим, да, обновляем наш жилой фонд. Очень много домов сдано. Но, тем не менее, есть еще дома, которые нуждаются в капитальном ремонте. Расскажите. Да, у нас утверждена постановлением правительства Республики Ингушетия республиканская программа капитального ремонта номер 32 14 марта 2014 года. На сегодняшний день в нее включено порядка 287 многоквартирных домов. Дома, очередность формировалась, исходя из данных, представленных органами местного самоуправления. То есть мы наняли со стороны специализированную организацию, и по формам, которые она нам предоставила, включающих в себя адрес многоквартирного дома, процент износа каждого конструктивного элемента, год постройки. Ну, там очень большое количество пунктов было. И после внесения вот в эту программу этих данных всех, он нам выдал такой перечень, разбивку по годам, в каком году какой дом будет отремонтирован. Конечно, бывает такое, что, например, какой-то орган местного самоуправления по какому-то одному из домов дал неправильную информацию, и, например, его износ намного выше, чем он стоит в программе. В этих случаях мы рекомендуем жителям этого дома обратиться в органы местного самоуправления. После их обращения создается специальная комиссия нормативно-правовым документам администрации. И совместно с Минстроем Ингушетии, фондом капремонта и органами местного самоуправления обследуют этот дом, и принимается решение о включении на более ранний его срок капитального ремонта или оставить его вот в действующей редакции, так скажем. Ну вот сбор взносов у нас в республике составляет 30%. Магомед Арханович, у меня будет такой вопрос. А вот какой населенный пункт республики собирает? Да, исправны эти денежные средства, ну а какой позади остается? Я скажу, на сегодняшний день у нас самый высокий процент собираемости взносов по муниципальному образованию – это Жиравский район. Но это учитывая то, что там у нас всего 3 дома, многоквартирного дома, там процент собираемости превышает 70%. Худшее на сегодняшний день муниципальное образование – это, к сожалению, Малгобек, хотя в прошлом году они показали хороший результат. В этом году составляет всего 19%, потом уже следом идет у нас Магаз. Но, опять же, хочу сказать, что в Магасе, возможно, это то, что у нас вот самое большое количество на сегодняшний день расположено на территории города Магаз, имеется в виду многоквартирные дома. Соответственно, начисления самые высокие и процент собираемости там, можно сказать, вот, не такой высокий на сегодняшний день. Но мы на сегодняшний день проводим такую работу, и разъяснительную работу, и поквартирные обходы, и вот такие рейдовые мероприятия совместно уже с представителями судебных приставов, в результате чего за последнее время вот этот процент собираемости у нас вот повышается по данному муниципальному образованию.
Ну, вот, говоря о столице, как вы отметили, да, здесь очень много многоквартирных домов. И, я так понимаю, эти рейдовые мероприятия вы проводите в тандеме с представителями администрации, да, столицы. И вот сейчас мне хочется спросить, Вахат Туркевич, ну, не очень высокие сборы в Магасе. Как вы думаете, почему не платят? Неужели потому, что живут в новых комфортных квартирах и не думают о том, что, ну, придется когда-нибудь их все-таки ремонтировать? Может, потому что они сегодня не живут в этих домах, поскольку если сравнить уровень заселенности, то он в среднем процентов 10-15, в зависимости от годов постройки. То есть из этой части более половины выходит, что квартиросъемщики. Вот. По этой причине и у администрации возникают проблемы в созвании собрания собственников жилья, чтобы проводить разъяснительные работы. Но эта проблема, конечно, возникла не только у фонда капитального ремонта, это и у поставщиков услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсов. Точно такая же проблема в городе Магас. Ну а вот как быть в этом случае? Эти же квартиры, да, есть у них собственники какие-то? Вот можно ли до них достучаться каким-то образом? Знаете, мы сейчас пришли к чему? Как сказал Олега, действительно, у нас много помещений в Магасе пустует. На сегодняшний день из 287 домов, включенных в региональную программу, 106 домов у нас расположено на территории города Магас. Из них на сегодняшний день уже начали формировать фонд капитального ремонта 75 многоквартирных домов. То есть получается, в случае, если собственник не проживает, зарегистрировал собственность, соответственно, у нас есть информация по данному собственнику, независимо от того, где он проживает. Мы сегодня направляем досудебного уведомления. Он может проживать в Москве, он может проживать в другом муниципальном образовании. Мы сперва направляем досудебное уведомление и в последующем уже подаем судебный иск по месту жительства. Направляем досудебное по месту жительства, а не факт по месту нахождения помещения, а соответственно по месту жительства собственника помещения. Почему? Потому что оплачивать взнос должен собственник помещения, а не квартиросъемщик. Магомед Арханович, ну вот говоря о том, какие санкции применяются к неплательщикам, мы в телефонном разговоре поговорили со специалистом фонда Бесланом Аушевым. И давайте послушаем, что он нам ответил, вот, что ждет неплательщиков. Мы раньше подавали в суды выборочно. Это там 1-2 человек с многоквартирного дома, чтобы люди узнали, чтобы это автоматически и было исполнение действующего законодательства по взысканию взносов, и чтобы это информирование было, чтобы другие собственники тоже на примере них начали оплачивать. Но теперь эта работа уже, мы уже решили массово подавать. Решили подавать уже свыше задолженность свыше 10 тысяч рублей. Ну, дело может дойти и до суда. Конечно. Расскажите. Хотел бы подправить. На сегодняшний день мы уже подаем судебные иски в отношении собственника помещения, у кого имеется задолженность уже свыше 3000 рублей. Поэтому такая работа ведется. Мы уже не знаем выхода из ситуации, кроме как вот начать вот эту процессионную работу. Да, были у нас вот разъяснительные работы, проводили сходы граждан, органы местного самоуправления проводили сходы граждан в каждом, можно сказать, многоквартирном доме. Направляли информацию, направляли буклеты разные, увешивали информацию в каждом подъезде о необходимости оплачивать взносы, но никакие меры на них не действуют. Вот мы сейчас пошли другим путем, можно сказать. Это активизация процессионной исковой работы. На сегодняшний день нами уже подано 1500 судебных исков о вынесении судебных приказов. В отношении уже в пользу регионального оператора принято 1130 уже исковые заявления. Это довольно-таки приличные суммы. Мы подали исков на сумму, если сказать, около 12, почти 13 миллионов рублей. Если сегодня судебное правительство взыщут эти средства в собственном помещении, то процент, о котором мы сегодня говорим, 30%, он у нас поднимется в разы. И было бы неплохо. Дело в том, что у нас вот, да, ставились какие-то препятствия. Я открыто скажу, что и судебным сообществом были какие-то недопонимания в этом вопросе. Но благодаря тому, что вот недавно мы обращались к председателю правительства,
просьбой оказать содействие было направлено письмо председателя Верховного суда. После этого уже в этом плане у нас есть какой-то сдвиг работы, продвижение, можно сказать. Вот сейчас мы более так вот массово стали подавать эти судебные приказы. И если работа пойдет таким путем, я думаю, процент собираемости мы поднимем. Но, опять же, есть одно но. Толку нету подачи судебного искового заявления и вынесения судебных приказов, если не будут исполняться данные приказы. И, соответственно, если не будет судебного пристава работы в это направлении. Ну, то есть информационный метод каких-то результатов не принес, и вы решили действовать по букве закона. Но я думаю, более действенным будет. Это более действенный. На сегодняшний день более действенный метод. Благодаря этому нам и удалось поднять вот этот процент собираемости на сегодняшний день. Давайте теперь уж, поговорили, да, о методе кнута, теперь уж перейдем к пряникам. Как говорится, вы отметили, что в прошлом году в Малгобеке была очень хорошая собираемость. Да, и вот по тем данным, которые вы нам предоставили, сразу несколько домов отремонтировано у нас в Малгобеке. Давайте расскажем уж подробно о тех, какие дома ремонтируются. И я попрошу продемонстрировать нам слайды ремонта домов. И вы уже нам расскажете. По улице Кожедума в Малгобеке, да, отремонтировано сразу несколько домов. Расскажите. В целях реализации краткосрочного плана 2017 года в этом году у нас были запланированы ремонтные работы в отношении 8 многоквартирных домов. Это 3 дома у нас расположены на территории, именно по ремонту фасада на территории города Малгобек, по улице Кожедуба, 49, 50, 51, 51, 53. В этих домах мы провели, вот буквально мы видим, мы провели ремонтные работы, по виду работы, это ремонт фасадов. Туда входит оштукатурование, потом структурная штукатурка типа короеда. Это замена оконных дверей с деревянной на пластиковой, замена входных дверей, то есть мы установили входные железные двери с кодами, и плюс еще покраска и труб, и все это уже отмотка вокруг дома, то есть вы сами видите, в каком состоянии уже находится дом. Напротив стоят тоже 3 дома по Алироево. В этих домах мы провели ремонт электросетей, то есть заменили электрощиты, заменили электропроводку, которая уже была в аварийном состоянии, установили светодиодные лампы, энергоэффективные лампы, установили датчики движения. То есть это дает еще плюс собственным помещениям в плане экономии средств на электроэнергию. То есть экономия средств по этим лампам, по этим датчикам составляет процентов, можно сказать, 70%. Счастливые люди живут по улице Кожедуба. Уж более подробно об этом поговорим чуть позже. Магомед Арханович мне сейчас сообщает, что у нас есть дозвонившийся к нам в студию. Давайте послушаем вопрос нашего телезрителя. Вы можете задавать свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот уже 2 года, как мы въехали в многоквартирный дом в Магасе, и я не знаю, вот с какого времени нужно уже собирать, платить на капремонт. Сразу? И каким образом это делать? Спасибо вам большое за вопрос. Чтобы точно ответить на данный вопрос, было бы неплохо узнать адрес многоквартирного дома. Дело в том, что я, в общем, сейчас разъясню. В случае, если многоквартирный дом был введен в эксплуатацию до утверждения, первоначального утверждения региональной программы, это, как сказал коллега, это апрель 2014 года, введен в эксплуатацию, соответственно, его включили в региональную программу капитального ремонта. В этом случае обязанность по перечислению взносов и формированию фонда капитального ремонта в собственном помещении данного дома возникает с октября 2014 года. В случае, если данный дом был введен в эксплуатацию после утверждения региональной программы, после апреля, уже мая, допустим, в 2014 году, и был введен в региональную программу при ее актуализации, то данный дом, собственник данного дома освобождается от оплаты взносов в течение 3 лет со дня включения его в региональную программу. Но, тем не менее, есть, да, люди, которые считают, вот у нас дом новый, особенно это жители нашей столицы, вот уж когда нужно будет его ремонтировать? А программа-то, я так понимаю, немножко смысл глубокий, готовься, а не летом, да, как говорится, уже лучше сейчас начать платить, и потом уж будет на что ремонтировать. Программа у нас утверждена на 30 лет. Система создана таким способом, чтобы в первую очередь ремонтировали старые дома, а учитывая то, что у нас на столице дома многоквартирные, это новые дома, соответственно, они у нас в программе стоят на более поздние периоды, там самый ранний период, это 2020-2021 года. Но дело в том, что пока эти дома не нуждаются в проведении капитального ремонта, но, если вдруг
появится такая необходимость, возникновение чрезвычайной ситуации, какой-то случай необходимости, также хочу довести до собственного помещения, что они могут организовать, как сказал ранее ислам, сход граждан, провести собрание, принять соответствующее решение о необходимости проведения капитального ремонта, направить его в орган местного самоуправления. В дальнейшем будет создана комиссия уже на основании акта соответствующего органа, если это чрезвычайная ситуация, это акт Министерства чрезвычайной ситуации, мы уже досрочно будем проводить капитальный ремонт в отношении данного дома. Магомед Арханович, еще до звонка мы с вами говорили о домах, которые отремонтированы по улице Кожедуба. Но вот почему такой масштабный капитальный ремонт на этой улице? Исправно платили? Нет, конечно. Дело в том, что эти дома у нас оказались в рекпрограмме по плану. Эти дома у нас проходят по плану. И, соответственно, в этом году мы впервые проводим капитальный ремонт за счет средств самих собственного помещения. То есть нету ни федеральных средств, ни республиканских средств. Есть средства собственного помещения, за их деньги мы проводим капитальный ремонт. И цель была следующая – провести качественный капитальный ремонт, который устроит собственное помещение и который мы можем показывать им и показывать, на что идут реально их деньги. И вот буквально недавно приезжала комиссия Московского фонда, мы туда выезжали, проверяли, смотрели, они были очень довольны этим ремонтом. И даже при них к нам подходили собственники ближайших домов, там напротив тоже расположены дома, такие же двухэтажки, и просили перенести сроки проведения капитального ремонта на более ранние сроки, провести им такой же капитальный ремонт. Но опять же заявляют то, что уже они нам заявляют, что они готовы оплатить всю свою задолженность. То есть тем самым, вот показывая вот такой вот качественный капитальный ремонт, в дальнейшем планируем как-то завоевать это доверие и надеемся на то, что вот эти взносы у нас по-любому они увеличатся. Но продвинуть их в графике все-таки будет возможно, наверное, да? Конечно. Если они оплатят. Конечно. Давайте я хочу наглядно показать нашим телезрителям, как проходил капитальный ремонт в Малгобеке. Давайте посмотрим сюжет. Внимание на экран. Махрадзин Центроев живет в этом доме уже 26 лет. Он построен в 1991 году по улице Кожедуба для рабочих управления буровых скважин. За все эти годы здесь ни разу не проводился ремонт, а сейчас это стало возможным после создания фонда капремонта. Махрадзин вместе с другими жильцами каждый день интересуется ходом работ. Вот сейчас начали хороший ремонт делать. Жители мы все довольны и согласны с этим ремонтом. Никто за капремонт не платит, потому что нету этого ремонта. А сейчас люди захотят платить. С 91 года здесь ремонт не делали. Если делали, то единственное, крышу покрыли здесь, крышу накрывали. А так основное, никаких ремонтов не было. Сейчас ремонт начали, наверное, люди довольны будут, мы довольны. Претензий никаких пока нет. 3 дома из 6 в Малгобеке уже сданы в эксплуатацию. Там проведен фасадный ремонт, заменена полностью проводка, а вместо старых окон теперь красуются новые пластиковые. Кроме того, в подъездах установили датчики движения, которые позволяют в разы сэкономить электроэнергию. Свет теперь зажигается и отключается автоматически. Реконструкция многоквартирных домов идет полным ходом. Штукатурка фасада почти завершена. Вслед за ней идет облицовка стен. Кстати, жильцы сами будут выбирать цвет для их покраски, ведь все работы проходят в согласовании с ними. Сверху фасад полностью штукатурим, делаем нормальный вид, окна меняем в этих подъездах общего назначения. Такие ремонты, отмостку вокруг делаем. Покрасим, будет нормальный эстетический вид будет. А вот этот дом построен еще в 1969 году, и с тех пор здесь сменилось не одно поколение жильцов. А строение еще крепко стоит на фундаменте, правда, давно нуждается в ремонте. То крыша потечет, то окна продувают. Жильцы программы капремонта только рады. Тем более они точно знают, на что уходят перечисленные средства. Со стороны дикхет он тойде хи ачмуги замикам издеч ремонтаж дикмич дикхет он тойдеш ханс губяка асфальт был бы освежить городской виде ремонтен хозмади ценом мечамотик аллах цен дикмуля хай цено хагр мотик ми
Фонд продолжит работу по плану до 2040 года. Старые многоквартирные дома по всей стране наконец будут отреконструированы благодаря самим же собственникам. Вот по ходу этого видеоматериала у меня возникло сразу несколько вопросов, но задам я их чуть позже. Давайте примем звонок. У нас есть дозвонившийся телезритель. Добрый вечер, вы можете задавать свой вопрос. Ассаламу алейкум, Сейд Кулшин. Машал Далшин Халсейд. Я житель Магаса, по Базоркина 8 живу. У меня, я не плачу, за капитальный ремонт не плачу, у меня там долг 2 с лишним накопился. Я не плачу, потому что у меня с 2013 года, как этот дом сдали, у меня не работает, дымоходы не работают. Мы через стену просверлили и вытащили котел на улицу вообще. У нас дымоходы забиты. Если я его поставлю как надо, как мне сказали поставить его, как без сверления, если бы я его поставил, я от угара, чуть не убил лакай багаж был. Наха баба червянуца, а счет 100 я с квартир. Датил капитальный ремонт, хабыл мудавей всех, капитальный ремонт, надо было сделать его. Хаяхали из мери, ритери. Буби али, суди в дуах, шаиях, канал мудавей. Хаяха букул, хайдалаша у доме. Вот капитальный ремонт, едук хамдуз, днинахо. Хотя 2013 мазда, я даст дом. Но, спасибо за ваш вопрос. Жить невозможно. Ваша ли компетенция этот вопрос? Вот что можете сказать по этому поводу? Знаете, к сожалению, это не освобождает собственника помещения. Вот он заявляет, что он не платит, потому что дымоход выстроен неправильно. Дело в том, что мы строительством не занимаемся. Это вопрос к строителям, которые сдавали данный дом. И при вводе в эксплуатацию нужно было принимать таким образом или не принимать, если не соответствует требованиям, установленным законодательством. Повторюсь еще раз. И хотел бы довести до собственного помещения, что вот он заявляет, что у него 20 тысяч долг. Мы сегодня, помогая, подготовили помимо этих 1500 заявлений, подготовили где-то около 300 еще досудебных уведомлений. И буквально, скорее всего, со следующего года мы планируем охватить всех собственников помещений, которые не платят. В случае, если сегодня собственник не оплатит, в дальнейшем ему придется оплатить все госпошлину, и придется оплатить еще пени за просрочку данного платежа. По данному вопросу необходимо обратиться, я думаю, в органы местного самоуправления или в управляющую компанию, или ТСЖ, если такое имеется, конечно, и разобраться по этому вопросу. А тогда, когда наступит срок проведения капитального ремонта в отношении данного дома, соответственно, мы выйдем, проверим и проведем тот ремонт, который у нас прописан в региональной программе. Так, я так понимаю, давайте уж, да, чтобы человек, который нам звонил, уж конкретно понял, не в вашей компетенции этот вопрос, стоит обратиться к застройщику, да, человека, компании, которая строила этот дом, и данная ситуация не освобождает жителя от оплаты взносов. Платить надо. Я хотел бы дать еще маленькое пояснение к этому вопросу. Не только не освобождает от оплаты фонд капитального ремонта, но и за содержание и текущий ремонт общего имущества. То есть, в первую очередь, данный объект является, это общее имущество. То есть это собственность этих людей, у которого там определенные доли, у кого-то квартиры, у кого-то подвальные помещения. То есть это в первую очередь решается на уровне общего собрания. Ну и дальше уже в компетентные органы заявлением надо обращаться. Знаете, хотел дополнить к этому вопросу еще. Дело в том, что вот собственник заявлял, что дымоход не работает. Дело в том, что дымоход у него находится внутри помещения. Мы, к сожалению, не ремонтируем внутреннее помещение, собственного помещения. В систему капремонта входит 6 видов работ. Это ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт электро, газа, водоснабжения, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения и лифтового оборудования, если такое имеется в доме. Ремонт внутренних сетей не входит в систему капитального ремонта. Но если человек нас смотрит сейчас, то необходимо обратиться в компанию, которая занималась строительством дома. Да? На этом завершили. Следующий звонок давайте примем. У нас есть дозвонившийся очередной. Добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос. Машал Далшин Халсейревич. Я звоню по поводу 21-го дома по Московской улице в городе Назрань.
У нас ужасное состояние. Полный подвал у нас воды. Старый, это вообще старый дом, он ниже стал. Подъезд у нас низкий стал. Мы вроде бы как вот вообще что-нибудь есть, какая-нибудь программа именно для этого дома? Что нам делать? Трехподъездный маленький домик, это пятиэтажка. Московская, 21. Спасибо, что позвонили нам. Я знаком с этой ситуацией. Я туда неоднократно уезжал со своими специалистами. Они к нам обращались, они обращались еще в прокуратуру. Даже по представлению прокуратуры мы по этому вопросу разбирались. Дело в том, что данный дом не сидит в программе капитального ремонта. Соответственно, несмотря на то, что собственники заявляли в соцсетях, что они ежемесячно оплачивают взнос на капитальный ремонт, это не подтверждается, потому что мы не начисляем эти взносы. Они не начисляем, потому что его нет в программе капитального ремонта. Соответственно, к нам данный вопрос не имеет никакого отношения. Здесь, опять же, хочу сказать, что да, есть многоквартирный дом, если он не сидит в региональной программе, если мы не начисляем взнос на капитальный ремонт, если они не оплачивают, то за какие средства мы сегодня должны проводить капитальный ремонт их дома? То есть здесь опять же вопрос к управляющей компании, органу местного самоуправления. Там поднимался этот вопрос, довольно-таки поднимался на таком уровне хорошем. Туда выезжала комиссия, им объясняли все это. Действительно, я там был, действительно, там ситуация плачевная. Надо было разобраться по этому вопросу, но, опять же, не в моей компетенции. Магомед Арханович, у меня возникает такой вопрос. Если я живу в многоквартирном доме, у меня возникает вопрос, а подлежит ли он капремонту, то как я это могу узнать? Раньше, помните, да, вывешивали таблички и говорили, данный дом будет ремонтирован тогда-то, тогда-то. А вот сейчас? Эти таблички у нас есть на каждом многоквартире, они вывешены. Мы их разработали, передали органам местного самоуправления для того, чтобы они разместили в каждом многоквартирном доме. Такие таблички везде висят. Но бывают моменты, когда или ребятишки, или каким-то образом или снимают, или... Ну, были такие случаи, когда мы уезжали, не было этих табличек. Мы, опять же, сейчас вот буквально с Нового года займемся этой работой, учитывая, что у нас еще в программу введены еще дополнительно новые дома. По этим домам мы планируем разработать данные таблички, опять направить в органы местного самоуправления, для того, чтобы они разместили их на квартирных домах, чтобы собственники были проинформированы, в каком году и какие виды работы будут проводиться в отношении их дома. Но опять же, хочу сказать, что по независимым от обстоятельствам могут поменяться виды работ по данному многоквартирному дому. И в этом случае было бы лучше, если собственники помещения просто зашли на сайт регионального оператора и просто открыли региональную программу, посмотрели, в каком году планируется капитальный ремонт их дома. У нас вновь есть дозвонившийся. Давайте примем этот звонок. Добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос. Мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вот у меня вопрос. Сколько стоит квадратный метр? Сколько я должен платить за квадрат? Спасибо вам большое, что позвонили. Размер у нас установлен постановлением правительства Республики Ингушетия. Период с 2014 года по конец 2016 года размер устанавливается на трехлетний период. Он у нас составлял в Республике 5 рублей 40 копеек за 1 квадратный метр. Буквально с 2017 года у нас установлен новый размер на 3 года опять. С 2017 года он составляет уже 5 рублей 90 копеек, и в последующие годы, 18-19 года, он составляет 63 рубля за 1 квадратный метр общей площади, имеется в виду жилая и нежилая площадь. Ну, спасибо за разъяснение. Вот мне хочется поговорить об энергоэффективном капремонте. Понятие энергосбережения у нас в последнее время очень модно, актуально и применяется везде. Я так понимаю, да, применяются методы энергоэффективного капремонта в домах, которые ремонтируются сейчас. Вот расскажите об этом. Да, в этом году мы проводим, можно сказать, и энергоэффективный ремонт. Как я говорил ранее, по 3 домам, даже по 4 домам. Здесь мы показали 3 дома. Есть еще 4-й дом Малгобеки, Орджоникидзева, 8. Там мы тоже проводим замену электрики, те же самые работы, ремонт электросети, как и по Лероево. Во всех этих 4 домах мы провели энергоэффективный капитальный ремонт. Соответственно, здесь есть и плюсы не в плане, плюсы в плане, что собственник помещения завтра, послезавтра придет оплачивать меньше за электроэнергию, которую они употребляют, общие домовые нужды. И плюс еще то, что мы, исходя
из того, что есть постановление правительства Российской Федерации номер 18, в соответствии с которым утвержден порядок предоставления субъектам Российской Федерации софинансирования средств, потраченных на проведение энергоэффективного капитального ремонта. То есть по окончании данных работ мы можем подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ России, представить соответствующие документы, подтверждающие проведенный энергоэффективный капитальный ремонт, и получить средства с Фонда содействия реформированию ЖКХ России. На эти средства, на эти цели в фонде на сегодняшний день имеются средства в размере около 650 миллионов рублей. Но я так понимаю, для жителей выгоднее все-таки, чтобы был энергоэффективный капитальный ремонт. Давайте примем очередной звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да. Алло. А я вас попрошу, пожалуйста, отойдите от телевизора и задавайте свой вопрос. Я хотел узнать, какие ремонты ходят, капитальный ремонт. Спасибо вам, что позвонили. Вот какие ремонты предусмотрены, да, каждый дом, там есть свой вид ремонта, как известно. Вот расскажите, какие виды есть? Систему, я ранее уже говорил, что в систему капитального ремонта входит 6 обязательных видов работ. Это ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, ремонт лифтового оборудования, если такое имеется. 6 обязательных видов работ. Плюс еще, в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, субъектам Российской Федерации дано право принимать на уровне субъектов законодательные акты, нормативные акты, дополняющие виды работ по капитальному ремонту. У нас есть такое постановление принято, в соответствии с которым еще дополнены виды работ, обязательные виды работ, это виды работ по разработке проектно-сметной документации и проведению госэкспертизы. Вот 8 работ, которые входят в систему капитального ремонта. Спасибо за разъяснение. Но вот, разбираясь в сути программы, вообще для чего она создавалась, все-таки была информация о том, что чтобы не доводить дома до аварийного состояния. Ислам Мухарбекович, ну вы как никто, наверное, сможете подтвердить нам, что очень много домов, да, очень много домов построено в республике, переселены жители аварийного фонда, дело это затратное. И я так понимаю, государство, вводя эту программу, фонд капитального ремонта, создавая, самоустраняется от ремонта. То есть сейчас необходимо платить, чтобы завтра жить в комфортном жилье. Да. И на федеральном уровне, на все регионы вот была внедрена такая система, именно включающая то, чтобы люди сейчас платили накопительным этапом, чтобы их дом отремонтировали, когда придет соответствующий период, по времени. Многие, вот, например, не хотят, считают, что если я живу, например, на первом этаже, а течет крыша, его это не касается. А если у кого-то подвал затоплен, то жители верхних этажей, их это тоже не касается. Эта программа именно подразумевает ремонт всего дома, всех конструктивных элементов. Все понятно. Давайте примем вновь звонок. Мне сообщают, что у нас есть дозвонившийся. Добрый вечер, и мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос к представителю этого фонда ТСЖ. Дело в том, что я живу по улице Московская, 29-й дом. Этот дом затопленный, вот подвал стоит, да? И мы всю эту осень, все лето, миллион комаров, каких-то мух, сырость в квартире стоит. Ужас, что происходит. Я, значит, ходила разбираться по поводу этого ТСЖ. Вот, я им говорю, я сфотографировала все, вот у меня на телефоне. Я говорю, вот я живу на первом этаже, у меня сырость, внизу в подвале вода, миллион комаров, я говорю, не спать невозможно, не сидеть невозможно. Я говорю, ТСЖ, говорю, собирайте деньги, а у нас на доме есть вывеска, и там написано, что именно вот подвалы, именно ремонт вот будет в 40-м году. Я говорю, мне 7-й десяток, а в 40-м году я дождусь ремонта этого подвала, я говорю, или нет? Вы мне скажите, пожалуйста, я говорю, я за один день заплачу эти деньги, я говорю, и проблем нет. Но это же неправильно, то, что здесь происходит. И дом этот не отапливается государством, вы понимаете? Спасибо вам, что позвонили. Давайте предоставим возможность ответить все-таки на ваш вопрос. Магомед Тарханович, крик души. Я понимаю, крик души. У нас такая ситуация не только в 29-м доме. У нас проблемы с этими подвалами практически в отношении всех домов, которые были построены в 80-90-х годах. Они находятся в плачевном состоянии.
По данному дому могу сказать, что в 2014 году мы там проводили капитальный ремонт кровли. Соответственно, один вид работ уже проведен. Вот сейчас собственница заявляет, что она готова оплатить, но хорошо, она оплатит. И если все собственники помещения, проживающие в данном доме, готовы оплатить задолженность, то мы им разъясним, создадим комиссию, выясним, объясним, как перенести сроки проведения капитального ремонта на более ранний срок. Но при том, что все собственники помещения погасят свою задолженность, то опять же требует от нас провести капитальный ремонт, не оплачивая ни копейку за этот ремонт, который им нужно провести. Это тоже считаю неправильно, потому что средств нету, ни федеральных, ни республиканских, средств только те, которые сегодня собственники сами накапливают. А если они не накапливаются, соответственно, у нас нет средств, чтобы провести им капитальный ремонт. Ну, я так понимаю, нужно скоординироваться, да, всем жителям этого дома, договориться, оплатить, и, возможно, будет продвижение, да, в этом графике, если они оплатят всю задолженность. Вот, она мне звонила, я помню эту собственницу помещения, она жаловалась на это, соответственно, я даже поручил заму уехать проверить этот дом, посмотреть, в каком он состоянии. Как я заявил, если собственники помещения данного дома обратятся с заявлением в мой адрес, мы им поможем в плане того, что проведем с ним разъяснительную работу, в плане того, что доведем до них информацию, каким способом можно перенести сроки проведения капитального ремонта в связи с тем, что подвальное помещение находится в таком состоянии. Ну вот, подводя такой итог передачи, я так понимаю, не будет денег, не будет ремонта. Конечно. То есть, если завтра хотим жить в комфортных условиях, то уже сейчас необходимо начать платить. И если будем платить исправно, то ремонт будет ускорен. Я напомню, мы сегодня говорили о капитальном ремонте, о показателях по этой отрасли в Республике Ингушетия. У нас в гостях были Магомед Арханович Хидриев, руководитель фонда капремонта Республики Ингушетия, Ваха Туркевич Чемурзиев, исполняющий обязанности начальника отдела производственных отраслей города Магаз, и Ислам Мухарбекович Катиев, главный специалист отдела ЖКХ Министерства строительства Республики Ингушетия. Я вас благодарю за то, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. До новых встреч в эфире.